Акция «Абсадгилсхакусыз» начнется в час дня 30 сентября, участники, в числе которых будет и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба, который поддержал идею проведения акции, соберутся в символическом месте на Красном мосту в Сухуме. Оттуда шествие пройдет по набережной Махаджиров до площади имени Сергея Багапш, затем через Парк Славы и завершится на площади Свободы. Ветераны войны женщины, мы с болью относимся к всем жертвам этой войны. На поле боя каждая из женщин оказывала им помощь. Волей судьбы многие ребята погибли на их руках. Участники шествия пронесут по главным улицам столицы более 2000 фотографий бойцов, сложивших свои головы за свободу и независимость республики во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, а также фотографии погибших при исполнении служебных обязанностей и ветеранов, скончавшихся после войны в результате болезней и ранений. По словам Ларисы Тарба, организация Ассоциации женщин-инвалидов участниц боевых действий планировала организовать данную акцию давно. Мы давно планировали сделать и в прошлом году, и в позапрошлом, но по каким-то объективным причинам это нам не удавалось. В этом году, собрав комитет организации, мы решили провести акцию под названием, «Абсадгилсхакусыз». Объявили по телевидению и решили, что в эту акцию войдут фотографии всех ребят, которые погибли на поле боя. В течение нескольких месяцев родственники погибших имели возможность принести фотографии в отделение ассоциации в городах и районах республики. Была проделана огромная работа. Я хочу поблагодарить всех организаторов, всех тех, кто мне помог в этом. Это все ассоциации ветеранов по городам Гагры, Пицунды, Гудауты, Ачимчири, Ткварчили, Гулерипши и те, которые помогали нам в сборе архивных фотографий и документов, которые все приносили к нам. Специально, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк», приедут гости из Северного Кавказа, которые пройдут со 120 фотографиями добровольцев. Также будет подготовлен баннер с фотографиями 84 жертв Лазской трагедии. На Алакове, Саида Гухава, Абхазское телевидение.